Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О самом главном к этому часу в ближайшие полчаса. Новые ограничения в Татарстане могут действовать до весны, пока эпидситуация не улучшится. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Завершается первая неделя действия QR-кодов и обязательной вакцинации. Так, за 5 дней привились 98,5 тысяч жителей. Это больше, чем за весь сентябрь, рассказали сегодня в оперштабе республики. Сейчас расширяют сеть прививочных пунктов, куда по-прежнему выстраиваются очереди. А в МФЦ, куда устремились те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, отправили волонтеров и отменили выходные. Вместе с тем, некоторые покупают QR-коды или пользуются чужими. Первые итоги новых ограничений собрала Лина Зинатуллина. Вакцинировано за последние 7 дней у нас 98 437 человек, и это больше, чем за весь сентябрь месяц. За сентябрь месяц мы вакцинировали 80 157 человек. Сегодня в Республиканском оперативном штабе еще раз подчеркнули, эпидситуация не позволяла отсрочить новые ограничительные меры, и свою эффективность они уже показали. Очереди выстроились во всех прививочных пунктах. Мы увеличили количество пунктов вакцинации до 170. Открыли дополнительные пункты мобильной вакцинации в торговых центрах города Казани, Набережных Челнах, Нижнекамска, в Альметьевске. И на сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству вакцинированных. 24 010 человек вакцинированы за последние сутки. Этот пункт вакцинации в торговом центре «Казань-Молл» открылся буквально сегодня утром. Здесь организован отдельный вход, чтобы все желающие могли прийти, ведь без QR-кодов в сами ТЦ сейчас не попасть. А заполнить анкету перед прививкой можно на улице. Как видим, к полудню желающих довольно много. Приходят десятки людей каждый час, говорят медики. Почти все за первым компонентом. Это ближайшее самое к месту работы. Я работаю в торговом центре. Чтобы никого не заразить, решил сделать, обезопаситься, так сказать. Во-первых, и на работе, видимо, требует, а во-вторых, сами видят, наверное, что рост заболеваемости большой. В торговый центр не зайти, ни в магазины, никуда. Так, чтобы не заболеть, конечно, естественно, самое главное. С этого дня в Казани заработали еще 2 прививочных пункта в магазинах «Мегастрой» на проспекте Победы и 2-й Азинской. В Челнах новый пункт в торговом центре «Тулпар» тоже пользуется популярностью. Очередь небольшая, и мне бы не хотелось идти в поликлинику, боюсь, там слишком много больных. Очереди всю неделю в МФЦ. Сюда татарстанцы идут за подтверждением учетной записи на госуслугах. Из 3 800 000 жителей подтвержденный аккаунт есть у 2,5 миллионов. Это можно сделать и онлайн через приложение ряда банков. Кто-то забыл пароль, кто-то не понимает. Видим, что большинство людей старшего поколения вчера, когда объезжал все офисы МФЦ, люди приносят кнопочный телефон, апа сидит, говорит, я улым, какие госуслуги, есть кнопочный телефон, я по нему звоню, что мне делать? Интернет нет у меня, и я не могу сейчас зарегистрировать свой Личный кабинет. Личный кабинет. Сегодня на помощь сотрудникам МФЦ пришли волонтеры. Они помогают пожилым с получением QR-кодов. Этот центр на Имашева один из самых популярных. Накануне очередь начиналась с улицы. Мы помогаем регистрироваться на сайте госуслуги. Если какие-то неполадки, то тоже помогаем их как-то устранить. Отправляем в окна для подтверждения регистрации и помогаем искать QR-коды. Как-то сохранять их на телефон, отправляем печать, кому это необходимо. Теперь с этой бумажкой можно в магазин ходить, да? Ой, спасибо большое. QR-код можно получить после полной вакцинации или попав в официальный регистр заболевших. Тесты на антитела и медотводы кода не дают, а подделка грозит уголовным наказанием. Увеличивается со стороны отдельных предприимчивых, в скобках, людей по продаже поддельных сертификатов. В этой части эта проблема есть. Мы уже работаем по этому направлению последние 4 месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. За использование чужого QR-кода могут составить административный протокол. Прошу всех озаботиться не получением поддельных документов, не каким-то ухищрениями, которые я смогу пройти в торговый комплекс, показав QR-код соседа. Уважаемые друзья, сегодня период нашего взаимодействия, единения в противостоянии серьезнейшей, опаснейшей инфекции, которая не дает
абсолютно точно нам никакого успокоения. По постановлению об обязательной вакцинации первый компонент вакцины нужно получить до 8 ноября, второй – до 6 декабря. В ноябре же начнутся проверки Роспотребнадзора. Те, кто не привился и не имеет медотвода, должны быть отстранены или переведены на дистанционную работу. Лина Зинатульна, Адельман Дубаев, Олег Мыльников, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Тем временем суточная статистика заболеваемости ковид продолжает расти. В Татарстане новый антирекорд – 110 зараженных коронавирусом. Пациентами ковид-госпиталей стал 31 татарстанец. Много больных в Казани и Набережных Челнах. За сутки скончались 9 человек. На 1000 заболевших больше, чем накануне, регистрирует оперштаб по стране. За последние сутки уже более 32 тысяч новых случаев. Смертей 999. За последние сутки от коронавируса привились 24 тысячи жителей республики. Транспортный коллапс случился в Бугульме. Местный по АТП, он же единственный перевозчик, полностью приостановил работу. Теперь в 80-тысячном городе не ездит ни один автобус. Жители ходят пешком или передвигаются на такси. Прокуратура выявила множество нарушений в деятельности перевозчика. Он уже несколько лет работал в убыток, автопарк не обновлялся. В исполкоме города говорят, без господдержки ни один перевозчик не возьмется за дело. Означает ли это, что в Татарстане появится первый пешеходный город? Разбиралась Филюза Хамидуллина. Это остановка «Центральный рынок», 8 утра, час пик. Дети идут в школу, кто-то на работу, но на остановках ни души. С начала октября в городе прекратил ездить общественный транспорт. Теперь жители идут пешком или едут на такси. Ну да, пешком ходим. Тяжело, конечно. Типа 60 лет. Сами посудите, это же и детям сумки таскают, они не одну остановку. Они же не все работают, учатся по месту жительства. Раньше легко было. Пришел, сел 10-15 минут автобуса, пожалуйста. 20-15-20 рублей, куда хочешь, туда едешь. Пожалуйста, любой выбирай. Сейчас, конечно, тяжело. Сейчас туда не зайди, не поедь никуда. Как это? Город и без автобуса. На такси сейчас тоже цены очень высоко подняли. Получается, такси 280-300 рублей. Тоже не наездишь каждый день. Как выяснилось, в сентябре в прокуратуру города поступили жалобы на работу общественного транспорта. Жители сетовали на изношенный автопарк и долгое ожидание. Надзорный орган решил, что эксплуатация транспорта небезопасна, и подал иск в суд на перевозчика. Было вынесено решение о приостановке деятельности. Исполкома пришлось досрочно расторгнуть договор. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, связанные как непосредственно с организацией перевозок пассажиров, так и с осуществлением безопасности данных перевозок. В связи с этим Бугульминской городской прокуратурой в администрацию города и района было внесено представление, и в Бугульминский городской суд был направлен иск. Проблемы с общественным транспортом в городе начались еще в прошлом году. Жители жаловались на сокращение маршрутов. В декабре мы рассказывали об этом. Тогда в местном ПТП рассказали, работают они в убыток и нужно поднять тарифы. В марте стоимость проезда подняли до 25 рублей, но проблему это не решило. А тариф проблему не решил. 2020 год меня просто втоптал в землю. Просто. Я ни на один день не остановил перевозки пассажирские во время пандемии, когда объявили локдаун. 3 месяца люди сидели дома, у меня 1-2 человека, но мне его надо было вести. В декабре в исполкоме уверяли, они ведут переговоры с лизинговой компанией, чтобы обновить автопарк. Перевозчик должен был закупить 10 микроавтобусов на газу, но без помощи государства ПТП на такой риск не пошел. Если бы я сейчас взял лизинг, я просто бы был неплатежный, и я пошел бы в банкротство. Потому что на том тарифе 25 рублей без какой-то поддержки правительства, РТ, РФ, муниципалитета ездить невозможно. Сейчас исполком объявил конкурс, ищут нового перевозчика, но задача не из легких, учитывая, что уже 4 года работала всего одна компания. В настоящее время у нас объявлен конкурс с 1 октября. До 30-го мы готовы принять любые заявки. Мы обратились и к перевозчикам и близлежащих наших регионов. Это в Северный район, Октябрьск. На сегодняшний день пока заявок письменных не поступило. Обращения устные были, переговоры мы ведем. Надеемся, что перевозчик все-таки появится. Администрация обратилась в Минтранс, просит государственную дотацию. Любой убыток или выпадающий доход, конечно, должен быть компенсироваться. Для этого мы сейчас проводим работу, рассматриваем вопросы субсидирования как из местного, так и из республиканского бюджета. Ответа на вопрос, когда появятся автобусы на улицах Бугульмы, нет. Даже в случае положительного решения этот процесс затянется на несколько месяцев. Впереди зима, а Бугульма, как известно, самый снежный город в республике. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма.
Школьники учатся стоя. Правда, каждые 15 минут есть возможность сесть за обычную парту. Такой инновационный метод появился не так давно. Перешли на него в ряде школ Москвы и Санкт-Петербурга. А вот в Казанской гимназии новшество не прижилось. Родители жалуются, что дети устают и успеваемость падает. Так правда ли? Стоя больше войдет знаний. В 14-ю гимназию отправилась разбираться Юлия Гоголева. Мы пытались поговорить, мы уговаривали учителя. То есть мы не единственный класс. Все говорят, то есть бесполезно, бесполезно. Сегодня родители учеников 2 В-класса собрались у 14-й гимназии. Их дети занимаются по инновационной методике. Кабинеты оборудованы партами-конторками, за которыми можно и стоять, и сидеть. Меняются друг с другом дети каждые 15 минут. Между партами 15 сантиметров. Вы представляете, у нас в классе 36 детей. Класс маленький, потому что школа тоже не новая. И возможности, то есть это еще минут 15 проходит на уроке, когда дети пересаживаются, собирают свои вещи. То есть о каком вообще учебном процессе может идти речь? Терпеть больше не хотим, и дети тоже устают. Это сказывается на успеваемости. То есть ребенок уставший, он меньше успевает, соответственно. Это надо прекратить. Мнение родителей разделяют и дети. Неудобно с картонками. Почему? Потому что надо стоять 15 минут. И постоянно меняться. Устаете, да? Внедрять инновационную методику российского ученого и педагога Владимира Базарнова в 14-й Казанской гимназии начали 3 года назад. Сначала переоборудовали 1 класс, сейчас всю начальную школу. Данную методику мы рассмотрели на педсовете. В 2018-2019 учебный год был. На педсовете вопрос рассмотрелся. Коллективом было принято решение попробовать эту методику. Далее на родительских собраниях учителя провели родительские собрания, где в протоколе они указали, что данная методика была оговорена родителям, все ее плюсы и минусы. Нас никто не спрашивал, ничего. Мы пришли просто в школу, и уже это было поставлено перед фактом. То, что там профилактика какого-то сколиоза или там еще что-то там. Родители говорят, еще в прошлом году просили директора убрать конторки. В этом писали письма в управление образования и прокуратуру. Ответа еще не было. Как нам сообщила директор гимназии, недовольны только родители учеников 1 класса из 24. С нами она общалась только по телефону. Увидеть инновационные классы мы так и не смогли. Это же только для здоровья. Дети встают, 10 минут сидят, 10 минут встают. Гиперактивных детей очень много, и некоторые просто не могут усидеть. А это ему встать немножко, постоять. У него весь позвоночник выпрямляется. Сегодня все же просьбу большинства услышали. Конторки во 2 В убрали. Останутся ли они в остальных классах, будут решать совместно с родителями. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Отравление в детском саду Казани. Подтверждение Минздрава и просьбы не спешить с выводами от мэрии. Что же случилось с малышами? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». 33 вопроса о главном. Сегодня стартовала всероссийская перепись населения. Впервые опрос проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг в МФЦ или на стационарных участках. Кроме того, в Татарстане больше 7 тысяч переписчиков пойдут по домам. При обходе квартир они будут использовать электронные планшеты. Как отметили в Росстате, первые общие цифры по численности населения станут известны уже в начале следующего года. Тему продолжит Рамиль Галюлин. Здравствуйте, я хотела бы переписаться. Здравствуйте. По какому адресу проживаете? Адрес, возраст, семейное положение. Для каждого жителя подготовлено 33 вопроса. Одной из первых на стационарный участок в Казани сегодня пришла Лидия Калимулина. Ожидала очередь, но к специалисту попала быстро. Близкое место расположения с работой. Очень удобно. Поэтому решила сюда прийти. И пока народу мало. Я переписала не только себя, а всех членов своей семьи, так как мы живем одним домохозяйством. Такие стационарные пункты сегодня заработали по всей стране. В республике их больше 400. Адреса можно узнать на сайте Татарстанстата. На участках у людей не спрашивают ни паспорт, ни других документов, удостоверяющих личность. Для анкеты достаточно ответить устно. Участие в переписи населения – это важное мероприятие. Я решила сегодня в первый день принять участие. От итогов переписи зависит будущее не только страны, но и моих детей, моей семьи. Перепись должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли. Нынешний опрос впервые проходит в цифровом формате.
Пройти перепись можно даже во время прогулки, находясь на улице. Для этого достаточно иметь мобильный телефон с выходом в интернет. С помощью гаджета самостоятельно заполняем опросные листы на портале госуслуг. После этого вам дадут QR-код, который надо будет показать переписчику, который придет к вам домой. Переписаться на портале госуслуг можно будет до 8 ноября. В офлайн-формате в Татарстане переписчики начнут обходить квартиры с понедельника. Сейчас они проходят экспресс-обучение. Синий шарф и жилет, планшет, сумка и обязательное удостоверение действительное только при предоставлении паспорта. По такой экипировке можно узнать переписчика. Переписчик идет по согласованному плану, он дойдет до всех жилых помещений. И если на какой-то момент времени в данном помещении не будет жителей, он оставит листовку с адресом стационарного участка и телефоном, по которому наши жители смогут связаться и обговорить возможность прохождения переписи. Во время опроса жителям также предстоит заполнить графы национальность и родной язык. К ответам переписи нужно подойти ответственно. Многие вопросы заранее обсудить на семейном совете. Это возможность оценить, как за 10 лет изменились численность, состав и условия жизни населения страны. Полученные по итогам переписи данные будут учитываться при разработке социальных и образовательных программ. Точные данные о численности населения дают возможность рассчитать потребности в детских садах, школах, больницах, определить, где и в каком населенном пункте есть необходимость постройки данных сооружений. Перепись продлится до 14 ноября. Весь период кампании работают номера горячей линии, в том числе юридическая, Всемирного конгресса татар. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Татары из разных стран собрались сегодня в Москве, а еще гости из Перу, Беларуси, Таджикистана и других стран стали участниками Всемирного конгресса соотечественников, который проводится МИД России. Участников приветствовал министр Сергей Лавров. От Татарстана участие принял спикер Госсовета Фарид Мухаммедшин. Мероприятия в таком формате в столице России проводятся регулярно. Сегодня речь шла о взаимодействии деловых кругов стран в период ограничений, сохранения родных языков и вопросах, возникающих при переезде соотечественников в Россию. Традиционно опыт республики в объединении соотечественников рассматривается особенно внимательно. Это и проведение масштабных праздников за рубежом, привлечение татарских студентов на историческую родину. Сегодня Фарид Мухаммедшин отметил, координацию работы по возвращению соотечественников на родную землю нужно усилить. Они обращаются к своей прародине, к нам, чтобы мы в этой части тоже их поддержали. Мы бы хотели, чтобы это была общегосударственная задача с каким-то софинансированием, чтобы мы могли печатать и давать им не за деньги, а бесплатно в общеобразовательной школе. Круг вопросов широк, интересен, за этим будущее. И сегодняшнее выступление и задачи, которые будут определены в итоговых документах, потребуют усилий, финансовой поддержки. Регионы подставят свое плечо. Они в пятерке лучших по всей стране. Виктория Цыганова из Лениногорска, Мария Голованова из Казани и Надежда Сулимова из Иннополиса в профессиональном мастерстве обошли сотни педагогов России. Воспитатель года, учитель года и директор года. Призеров всероссийских конкурсов чествовали сегодня в Министерстве образования Республики. Какую должность им предложил министр, расскажет Рамиль Галиуллин. Виктории Цыгановой 25 лет. 5 из них она работает воспитателем в детском саду Лениногорска. У нее своя методика. Через специальную игру знакомит малышей с разнообразием профессий. Жюри оценили. Виктория – финалист конкурса «Воспитатель года». Мне было очень важно, чтобы меня услышали, чтобы меня увидели и чтобы поняли, что то, что мы делаем, по той методике, которой мы работаем, она действительно работает. И призвать всего педагогическое сообщество, чтобы принимали наш опыт. Мария Голованова стала первым учителем иностранного языка, вошедшим в пятерку лучших учителей России за всю историю конкурса. В 122-й гимназии она преподает английский и немецкий языки. Министр просвещения России предложил ей стать своим советником на общественных началах. У Марии уже есть идеи. Меня очень волнует проблема нехватки молодых специалистов в школах. То здесь стоит сейчас обдумывать программу по поддержке молодых педагогов, чтобы все больше и больше оканчивающих педагогический вуз приходили работать в школу.
Надежда Сулимова в пятерке лучших директоров России. Она уже 6 лет руководит лицеем «Иннополис». Принять стратегическое решение, провести педсовет и участвовать в пресс-конференции. У управленцев на соревнованиях свои задачи. Готовясь к этому конкурсу, я вдруг поняла, а может быть и не вдруг, куда нам дальше двигаться. Несмотря на то, что вроде бы у нас и инновационные учреждения, и лицеи, и прекрасные результаты, но совершенству нет предела. Министр образования Ильсур Хадиуллин сегодня вручил призерам конкурса нагрудный знак за заслуги в образовании. Я думаю, они как наставники и последующие годы будут оказывать помощь нашим молодым учителям, тем педагогам, которые будут стремиться к участию в этом конкурсе. Также министр, по примеру федерального коллеги, предложил призерам стать его советниками. Педагогам есть чем поделиться. Рамиль Галиуллин, Вероника Гайнудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Потребность работодателей в рабочих профессиях растет, что подтверждает большой интерес соискателей на ярмарках вакансий. Многие предприятия применяют необычные формы привлечения молодежи на свои производства. Так, в Татспиртпроме организовали конкурс профессионального мастерства среди операторов-штабелеров. Равиль готов? На старт, внимание, марш. Забросить мяч в баскетбольную корзину, когда вместо рук железная вилка, на это способны только профессионалы. Из 200 водителей штабелеров в финал прошли 6. Айзат Латыпов из Сабинского района на конкурсе второй раз и уже был победителем. Четкость – одна из этих важных элементов нашей работы, потому что ставим на 5-й этаж, а там, если ошибешься, все. А это фигурное вождение с отяжелением. И здесь главное не торопиться. Нужно держать балансир. 2 бутылки, не одна же. Столь креативные проекты с приличным премиальным фондом ежегодно собирают сотрудников предприятия из регионов Татарстана, где расположены филиалы Татспиртпрома. Из года в год наши сотрудники стараются попасть на этот конкурс и повышают свою квалификацию. Мы тоже с каждым годом усложняем наши конкурсы, усложняем время, нормативы. Стабильность и надежность работодателя, социальный пакет с медстрахованием и мотивационные программы в дружной команде – вот что привлекает сегодня молодых людей, как и забота о здоровье со стороны менеджмента компании. Из более 4000 сотрудников группы компаний «Татспиртпром» с начала года вакцинировалось более 87%. Мы работаем с соблюдением всех антиковидных мер, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Все участники, присутствующие здесь, они все с QR-кодами, они все вакцинированы. Работа проводилась с начала года. Благодаря Минздраву проводились разъяснительные работы нашим сотрудникам о необходимости вакцинации. Проводились еженедельно, приезжает бригада врачей и делает вакцинацию нашим сотрудникам, чтобы они не стояли в очередях. На этот раз победителем стал сотрудник распределительного центра в Казани Равиль Миргазиянов. Его приз – денежная премия 30 000 рублей. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани открылся первый в России музей телерадиовещания. На базе радиотелевизионного передающего центра собрали около 200 экспонатов из разных регионов страны. Это и телевизоры первых моделей, моноблоки размером с комнату для радиовещания и многое другое. Отметим, в этом году отечественному телевидению исполнилось 90 лет. Сколько поколений техники сменилось с тех пор и до чего дошел прогресс, увидел Дмитрий Аренин. На базе казанского радиоформирования был изобретен рупор-громкоговоритель. Так, благодаря казанским умельцам в стране появилось проводное радиовещание. На ноу-хау 20-х годов обратил внимание Владимир Ленин и дал изобретению широкое применение. Один из первых телеприемников «Звезда» выпускали в Казани на заводе «Радиоприбор». Их ставили в домах культуры на сценах и устраивали массовый телесеанс. Уникальность этого телевизора в том, что у него раньше нужно было открывать вот эту крышку, и звук доносился изнутри, там стоял НЧ-усилитель. Идея создания музея телерадиовещания появилась 4 года назад. Из разных регионов страны собрали около 200 экспонатов. Как отмечают, кардинальные смены поколений техники происходят каждые 15 лет. Так, недавно на смену аналоговому телевидению пришло цифровое. Антенны, кабели, радиоизмеритель техники, они должны были пойти фактически, скажем, на металлолом.
мы должны были их утилизировать и так далее. Поэтому мы вышли с просьбой к руководству, что давайте мы здесь создадим музей. Музей такого рода, именно вот то, что аналог собрали, это является единственным такого рода именно в России. Знаковой вехой телерадиовещания республики стало создание телеканала «Татарстан. Новый век». Сейчас его сигнал доступен по всей республике, а благодаря спутниковому вещанию татары всего мира получили возможность смотреть передачи на родном языке. У телеканала ТНВ в музее есть своя экспозиция. ТНВ – это наша история, 2000 год, по 2004, когда мы включили сеть канала ТНВ. Первый включали в Казани в 2000 году, в 2001 включали все мощные станции, и потом мы по 30-40 маломощных станций ежегодно включали до 2004 года. Как отмечают, сейчас технологии стали развиваться более быстрыми темпами. В музей уже пора отправлять и первые образцы цифрового оборудования. Прийти сюда может любой желающий. В грядущий год цифровизации музей станет новой точкой притяжения. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше сообщений на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Обещали, привезли. В автоцентре РРТ на Чуйкова огромное поступление автомобилей Nissan. Более 180 Nissan в наличии с ПТС. 212 30 10. Центр новых технологий приглашает ветеранов труда на льготное зубопротезирование. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Неделя выгодных предложений в Находке. Валенки кукмарские укороченные 699 рублей. Варежки женские 169 рублей. Порошок стиральный Сарма 6 килограмм 499 рублей. До встречи за покупками. Срок акции по 17 октября 2021 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте! Октябрь перешагнул свой экватор, и тепло, увы, пошло на спад. О погоде чуть позже. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 октября на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность переменная. Вероятность осадков минимальная и 10 градусов на термометрах. Температура понизилась и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Осадки пока не прогнозируются. Сухая и прохладная погода в Агрызе, Менделеевске, Актаныше плюс 10 и переменная облачность. В Арске, в Кукмаре, Балтаси прогнозируется облачность, но переменная. Ночью местами дождь, а днем без осадков. Холодные воздушные массы поступают и в Болгар, Држаное, Буинск. Дневная температура плюс 10. Ночная заметно понизилась, около 2 градусов выше нуля. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше малооблачная погода, умеренно тепло и сухо. Октябрь больше 2 недель дарил нам теплую и комфортную погоду. Теперь пришла пора настраиваться на прохладу, а главное пребывать в хорошем и бодром настроении. Гиделикс. Капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно.
в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью +7, а днем 10 градусов выше нуля. Ветер северный, сильный, порывистый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное, но изменения в погоде и скачки атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Берегите себя. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках «Экона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция снижения цен. Покупай выгодно. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магне Б6 60 таблеток 449 рублей. Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Экона. Вот где выгодно.